Всем привет! Сегодня я расскажу, как самостоятельно составить тайминг вашего мероприятия. Вам также это может быть полезно, если вы начинающий ведущий. Вооружаемся листом, ручкой, компьютером и погнали! Тайминг поможет грамотно распределить отведенное время, не перенасытить шоу-программу, но и не оставить гостей скучать, да и самим от души развлечься. Для начала определитесь с тематикой. Хотите ли вы, чтобы мероприятие прошло помпезно и с размахом, либо устроить скромное торжество в кругу близких, друзей и родных? Вы и ваши гости предпочитаете больше смотреть, слушать или участвовать? Насколько активно и насыщенную шоу-программу вы хотите? Если вы выбрали ведущего на мероприятие, то лучше всего написание сценария доверить профессионалу. Если же вы сами хотите поучаствовать в этом, то в этом видео я расскажу, как правильно сделать так, чтобы реальность оправдала ваши ожидания. С вами Вячеслав Мантусов. Поехали! С тематикой мы определились. Это уже немало. Теперь определим самые важные моменты, на которые будет делаться эмоциональный уклон. Важно выбрать для них подходящее время и место в сценарии. Например, появление виновников торжества. Церемония бракосочетания, если речь идет о свадьбе. Первый танец молодых и многие другие, возможно, подготовленные сюрпризы или религиозные обряды. Все это очень трогательные и эмоционально напряженные моменты. Для них отводится особое место в нашем сценарии, чтобы реакция на них была соответствующей. Важные моменты выписаны, приступаем к следующему этапу. Ни один праздник не обходится без поздравлений. Если вы не хотите слышать тосты на вашем торжестве, это ваше право. Их можно обыграть по-другому, пустите в ход, фантазию или совсем отпустите этот пункт. Но если все же поздравлением быть, стоит заранее подготовить список и разбить всех гостей на группы. Самых почетных можно выделить отдельно. Список составлен, приступаем к очередности. Первыми, как правило, открывают вечер поздравлений родители жениха и невесты, именно в таком порядке. Дальше вы можете распределить на свое усмотрение, желательно придерживаться определенной иерархии. Например, второе. Поздравления от родственников жениха. Поздравления от родственников невесты. Четвертое. Поздравления от коллег. И пятое. Поздравления от друзей. По желанию или необходимости любую из групп можно разбить или объединить в одну, но не советую расписывать больше 6 тостов на вечер. Отлично, у нас уже практически готов сценарий, дело осталось за малым. Следующая немаловажная деталь, которую, к сожалению, даже некоторые ведущие упускают, это подача горячих блюд и десерта. Они не должны совпадать со временем активности гостей, иначе все, что принесли горячим, остынет и гостям придется давиться уже холодными горячими блюдами. Чтобы избежать подобной оплошности, определяем количество горячих блюд за вечер и добавляем к ним отдельным пунктом десерт. И еще важно, уточняем с администрацией заведения перед началом мероприятия, во сколько вы планируете подачу этих блюд. Еще один пункт запланирован, пора приступить к распределению всех пунктов и составлению тайминга. И тут начинается самое интересное. Теперь все выписанные пункты мы можем распределять по своим логическим местам. И делать это нужно по принципу эмоциональных подъемов и спадов, как графично изображено на кардиограмме. Делим вечер на 3 блока, разделяем их антрактами в среднем по 30-40 минут. После того, как гости рассаживаются на свои места, начинается мероприятие со встречи виновников торжества. И сразу проводим церемонию бракосочетания. Первым танцем молодых завершаем первый блок, плавно уходя на антракт. Тосты распределяем на 2 блока поровну, или последним можно разбить третий блок. Самое время для подачи первого горячего через 10-15 минут после начала мероприятия. Второе горячее подаем сразу после первого антракта, когда все гости возвращаются на свои места.
Десертом мы полакомимся, как и положено, под конец, а значит торжественно презентовать его мы можем в начале третьего блока. Ну и подытожим наше торжество букетом невесты, которой посчастливилось поймать незамужней гостью. Теперь, когда все основные моменты у нас распределены, прописываем временные рамки. На каждый пункт отводим условно 10 минут. Заполняем свободное время шоу-программой, но не забывайте про эмоциональные качели, которыми должно быть наполнено ваше мероприятие. Для полноты представления я оставлю ссылку в описании к этому видео, по которой вы можете ознакомиться с более детально проработанным примером тайминга праздника. Если мои советы оказались вам полезны, ставьте лайк и делитесь этим видео с друзьями. Конечно же, подписывайтесь на канал. Здесь будет много полезной информации и лайфхаков от представителей разных отраслей ивент-индустрии. Всем пока, до новых встреч!